Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Кшара. Сегодня в программе. Сохранить и внедрить в Абхазском государственном университете прошел лингвистический форум, участники которого обсудили проблему развития абхазского языка. Избраны все. Депутаты Народного собрания утвердили кандидатуры судей районных судов и одобрили отчет Национального банка Абхазии за 2020 год. Узнал, увидел, полюбил. Молодые архитекторы Абхазии приступили к реализации проекта «Сухумский модерн», чтобы привлечь внимание общественности к памятникам историко-архитектурного наследия столицы. В Абхазском государственном университете прошел лингвистический форум. Его участники, профессорско-преподавательский состав АГУ, а также приглашенные гости обсудили возможность выработки единой концепции по сохранению, развитию и внедрению абхазского языка во все структуры жизнедеятельности государства. С докладами на заданную тему выступили более 20 ученых-языковедов. В работе форума принял участие президент Аслан Бжаня. В своей приветственной речи глава государства отметил значимость проведения данного мероприятия и важность обсуждаемого вопроса. Аслан Бжаня подчеркнул, что только сохранив родной язык, Абхазия сможет сохранить свою государственность. Участниками форума был представлен проект единой концепции по сохранению, развитию и внедрению абхазского языка во все структуры жизнедеятельности государства. Данный проект будет доработан и представлен главе государства. Расширенный репортаж с лингвистического форума смотрите в рубрике «Амши-Кшара Яцу» в нашей программе 11 июня. 10 июня в парламенте Абхазии продолжилось начатое накануне заседание сессии Народного собрания. Депутаты рассмотрели 10 вопросов повестки дня. 9 из них касались назначений судей районных судов. Кроме того, народные избранники одобрили отчет Национального банка Абхазии за 2020 год. Подробности в репортаже Алики Трапш. В начале заседания сессии парламента депутаты выслушали годовой отчет Национального банка за 2020 год. Исполняющая обязанности заместителя председателя Банка Абхазии Диана Зантари рассказала, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в банковскую деятельность, что не могло не отразиться на экономических показателях. Так, если сравнивать показатели финансовой деятельности сводного баланса за 2020 год, то по сравнению с 2019 годом они снизились на 59%. На экономике отразилось и закрытие границы в первом полугодии прошлого года. Многие банки закрыли год с убытками. При этом наблюдалась положительная тенденция, связанная с ликвидностью. Были проблемы с своевременным выполнением платежей. Эта проблема практически полностью решена. И на текущий момент нет задержек платежей по банковской системе. В конце года эти вопросы также были решены. Следует отметить, что за предыдущий год у нас сильно была развита инфраструктура международной платежной системы. И в прошлом году было зарегистрировано дополнительно 440 посттерминалных устройств, которые позволяют ускорять работу и обслуживание международных карт. Хочется отметить, что в прошлом году после открытия границ платежи по международным платежным системам значительно выросли. Если даже по текущим данным сравнивать, то текущие данные они еще выше, чем прошлого года, летнего периода. Депутаты проголосовали за принятие годового отчета Национального банка за 2020 год. Все остальные вопросы повестки дня касались кадровых назначений. Парламент избирал районных судей. Председатель Верховного суда Абхазии Манана Делба сообщила, что судьи районов должны были избрать еще до конца декабря прошлого года. Однако этого не произошло. По непонятным мне причинам это все затягивалось, в связи с чем 3 суда не работали до сегодняшнего дня. Надеюсь, сегодня по результатам выборов судей у нас начнут эти суды работать. Но уже что случилось, то случилось. Очень надеюсь, что в будущем у нас никогда это не повторится, потому что такого в истории Абхазии не было случая, чтобы предоставленные законом 90 дней на прохождение всех процедур с момента объявления вакансий, прохождения ККС президента и парламента, там четко в конституционном законе прописаны сроки рассмотрения. На все это дается 90 дней. Процедура объявления вакансий должна была начаться 1 октября и закончиться до 31 декабря. Сегодня, как известно, 10 июня. Значит, я при всем уважении, Манана Юрьевна, к вам хочу сказать, что у нас такое количество судей в стране, которые могли бы
без всяких проблем и могут работать. Поверьте мне, если даже мы вот этих судей, которых пришли, не пройдут, условно, для того, чтобы было известно. Вот такое количество у нас судей есть. Единственное неудобство было в отношении граждан, которые проживают, в частности, в Гудаутском районе, потому что так оказалось, что там не было судей и так далее. Но это было связано с тем, что у нас председатель квалификационной коллегии менялся. Я хочу, чтобы вы просто знали. И из-за этого возникли небольшие сбои. Но при всем уважении к остальным тоже хочу сказать, что у вас лично никаких проблем в Верховном суде с этим не должно было быть. В законе все предусмотрено. Как отметил депутат Валерий Агарба, до того, как был принят Конституционный закон о судебной власти, бывали случаи, когда задерживали рассмотрение кандидатур для избрания судей. Но после принятия Конституционного закона о судебной власти в 2017 году в документе четко прописали сроки, которым и нужно следовать. 30 дней для квалификационной коллегии судей, 15 дней для президента и 30 дней для парламента. И это никак нельзя переложить ответственность, в том числе и на нас. Какая-то частично, конечно, и на нас есть, но по 7-8 месяцев квалификационная коллегия, когда они рассматривают судей, у которых окончились сроки исполнения полномочий, и они, эти судьи, могут только продолжать рассматривать дела, которые были у них в производстве. То есть никаких новых дел они брать не могли. И поэтому работать судьи как раз-то и не могли. Ни новых избрать в связи с этим, и действующие судьи не могли приступить к своим полномочиям. Представитель президента в парламенте Саида Бутба зачитала биографии судей, представленных президентом. Большинством голосов все представленные кандидатуры были избраны парламентом. Таким образом, судьями Гагрского районного суда избраны Асида Аргун, Роберт Димирчан и Стелла Шванба. На должность судьи Гудаутского районного суда избрана Людмила Чанба. Александр Степанов и Кристина Язычба избраны судьями Сухумского районного суда. На должности судей Тхарчалского районного суда решением депутатов были назначены Виктория Ажиба и Анатолий Хашба. И судьей Галского районного суда избран Беслан Бжания. Судьи районных судов избраны парламентом сроком на 10 лет. Алика Трапш, Тимур Гулгохия, Абхазское телевидение. Повестки дня предстоящего 53-го раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье посвящалась встреча министра иностранных дел Даура Кови с председателями дискуссии, спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром, представителем ООН Джихан Султаноглу и спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Анникой Сёдер. Как сообщается на сайте МИДа, в ходе встречи Даур Кови в очередной раз подчеркнул необходимость достижения прогресса по ключевым вопросам повестки дня переговоров, таким как согласование документа о международных гарантиях неприменения силы. В рамках встречи сопредседатели акцентировали внимание на важности возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, как эффективного инструмента в работе женевских дискуссий. Проведение очередного 53-го раунда международных женевских дискуссий намечено на 29-30 июня. В Черкесске состоялось заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов МВД Абхазии и Российской Федерации. Во встрече приняли участие делегации Министерства внутренних дел Абхазии, главных управлений МВД России по Северокавказскому федеральному округу и по Краснодарскому краю, а также Министерства внутренних дел Карачаево-Черкесской республики. В ходе межведомственной встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в сфере обеспечения правопорядка и безопасности на приграничных территориях, обсудили вопросы организации взаимодействия в сфере безопасности дорожного движения и пресечения кражи автотранспорта, борьбы с проявлениями экстремизма в молодежной среде. По итогам встречи сторонами подписан протокол заседания комитетов ОВД приграничных регионов, который позволит консолидировать дальнейшую межведомственную работу. Сотрудниками МВД раскрыто преступление имущественного характера, а также задержаны граждане, у которых изъято наркотическое вещество. Подробности в оперативной сводке Министерства внутренних дел.
Дагаргулия Анзор Гивевич, 1981 года рождения, задержан в результате реализованной оперативной информации сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Республики совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Гагарскому району после пересечения зоны таможенного контроля КПП ПСОУ. В ходе личного досмотра у данного гражданина было изъято наркотическое средство метадон в крупном размере, которое мужчина незаконно приобрел и ввез на территорию Республики Абхазия через государственную границу. Тем самым совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьей 223 и частью 2 статьей 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Решением суда Гагарского района Анзор Дагаргулия санкционирован к содержанию под стражей сроком на 2 месяца. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит следственное подразделение Управления внутренних дел по Гагарскому району. Изготовленный кустарным способом пистолет калибра 5х6 мм и патроны к нему изъяты сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Ткварчалскому району у жителя села Галухоч того же района Абашия Руслана Игоревича, 1976 года рождения. Согласно экспертной справке, изъятый пистолет является короткоствольным нарезным огнестрельным оружием, технически исправным и пригодным для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. По факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов в отношении Руслана Абашия органам дознания райотдела по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Последний отпущен под подписку о невыезде. Сильнодействующее синтетическое наркотическое средство метадон изъято у жителя города Сухум Сарксян Тиграна Араратовича, 1988 года рождения. Последний был задержан сотрудниками уголовного розыска столичного управления внутренних дел в результате проведенных оперативных мероприятий. Органам предварительного расследования УВД по городу Сухум в отношении данного гражданина по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса Республики возбуждено уголовное дело. Тигран Сарксян отпущен под подписку о невыезде. Преступление имущественного характера раскрыто сотрудниками уголовного розыска столичного управления внутренних дел. Кража мобильного телефона в общественном транспорте по маршруту Каман, Центральный рынок. Задержан подозреваемый Шаматава Резо Резович, 1985 года рождения, житель столицы, который уже в содеянном сознался и похищено изъято. В отношении гражданина Шаматава по части 2 статьи 155 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения подписка о невыезде. Расследование проводит отдел дознания УВД по городу Сухум. Поиски российского туриста Владимира Ульянова в районе перевала Химса не дали никаких результатов. В течение недели вместе с абхазскими спасателями поиск вела и российская волонтерская группа. Подробности в материале пресс-службы МЧС. Группа российских волонтеров, прибывшая в Абхазию 2 июня и присоединившаяся к поискам российского туриста Владимира Ульянова, благополучно вернулась из района поиска. Правда, основная ее часть, состоящая из 4 человек, накануне запросила у МЧС Абхазии помощи в эвакуации из альпийской зоны. Волонтеры к тому времени находились в районе слияния рек Химса и Кубыш. Они не смогли самостоятельно спуститься к побережью, так как были физически истощены, и обратный путь им был не под силу. Утром 9 июня сотрудники МЧС Абхазии вывезли группу из 4 человек по воздуху. Из 6 участников волонтерской группы только 2 спустились с высокогорья по пешему маршруту. По словам руководства МЧС Абхазии, подобный исход данной поисково-спасательной операции был предопределен в силу сложности и протяженности заявленного маршрута. Несмотря на большой ажиотаж в средствах массовой информации и особенно в социальных сетях на предмет якобы недопущения волонтеров к поискам Владимира Ульянова, руководство МЧС Абхазии не раз подчеркивало, что использование на подобных маршрутах волонтерских групп контрпродуктивно и сопряжено с немалым риском для самих волонтеров. Практика показала справедливость данного подхода. По нашему общему мнению, кажется, в то время, когда шла группа, для людей с такой подготовкой это крайне нежелательно. И здесь как-то вот, если идет коммерческая какая-то группа, надо что-то придумать, чтобы отсеивать. Даже у нас, в принципе, люди были не последней физической формы, нам это удалось не так легко, и там без ледорубов, без кушек во многих местах довольно рискованно. С 3 по 9 июня волонтеры в сопровождении абхазских спасателей заново отработали весь маршрут, на котором пропал российский турист Владимир Ульянов, включая высокогорье и альпийскую зону. Однако поиски не дали никаких результатов. В
Сухуми открыли 2 новых пункта вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на официальном сайте Минздрава. Теперь граждане могут сделать прививку в поликлинике моряков на набережной Махаджиров и в республиканской больнице. Президент Асламджания поздравил народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзма с присуждением ей государственной премии Российской Федерации 2020 года за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Вручение одной из высших государственных наград из рук президента в день главного государственного праздника России является признанием ваших выдающихся заслуг в развитии российского и мирового оперного искусства. Народ Абхазии гордится вами, любит и с нетерпением ждет на родной земле, отмечается в частности в поздравлении главы государства. Асламджания также отметил, что фестиваль Хибла Герзма приглашает стал одним из самых важных культурных событий Абхазии, который дарит замечательное настроение и прославляет нашу страну. В рамках проекта «Культура детям» министр культуры Абхазии, посол доброй воли Гудиса Агарба провел экскурсию по музею боевой славы для учащихся Гагарской средней школы номер 2. Детям были показаны экспозиции, отражающие все этапы военных действий на территории Абхазии 1992-1993 годов, а также в годы Великой Отечественной войны. Смотрите репортаж Симы Аргун. Сегодня гостями проекта были школьники из Гагры. Фотографии героев Абхазии, их награды, события 90-х, ход войны, карты, военные трофеи и боевое оружие. Все это дети смогли увидеть своими глазами. Они с большим интересом разглядывали экспозиции. Нет сомнения в том, что школьники теперь с еще большим интересом будут изучать недавнее прошлое нашей страны. Мы, конечно, изучаем в школе историю Родины, но после увиденного более подробнее захотелось и детально изучить историю во времена войны. Ирине Акопян очень понравилась экспозиция, посвященная основателю современного абхазского государства Владиславу Арзанбу. Девочка хотела бы еще больше узнать о первом президенте и собирается это сделать в ближайшее время. Меня впечатлила фотографии Владислава Георгиевича Арзанбу и то, как люди отдавали свою жизнь. Нам грамотно это все рассказывается, очень интересно было. Эвелина Калинджан, учительница истории, классный руководитель 9 класса 2-й Гагарской средней школы. Из-за ограничительных мер сегодня на экскурсию приехали всего 5 учеников. Она считает, что для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма такие места посещать необходимо. Выбор наш остановился на музее боевой славы не случайно, потому что нужно развивать патриотизм, любовь к родине. И этот музей, как никто, показывает в залах боевой славы Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии наглядно на экспонатах, на фотографиях, на различных предметах, которые здесь находятся, воочию можно увидеть и дотронуться до истории. Дети под впечатлением. Здесь оружие, форма, письма и фотографии времен войны. Особенно интересна тема медицины того времени. Экскурсовод рассказывает, как и в каких условиях спасали бойцов. Благодаря вот этим предметам были спасены сотни и тысячи человеческих жизней. Вот этот вот тонометр, который ртутный, для измерения давления, он до сих пор, любой врач вам подтвердит мои слова, лучше всего измеряет давление. Никакой компьютерный вот с этими цифрами, да, и пигалками, ничего подобного близко рядом не стоит. В ходе осмотра одной из экспозиций дети увидели фотографию Виталия Попкова, воина, чье имя носит их школа, и были приятно удивлены этим фактом. Я очень рада, что оказалась такая возможность оказаться в этом музее боевой славы. Меня удивило то, что я увидела человека, чье имя носит наша школа, Виталия Ивановича Попкова. Я не знала, что здесь есть его портреты. Мы узнали очень много всего интересного про Владислава Арзанбу, что раньше не знали. Духовный рост – одна из составляющих личности. Именно поэтому такие мероприятия будут иметь положительный эффект, считает министр культуры. Гудиса Агарба отметил важность их проведения, особенно в музее боевой славы. Наша молодежь, подрастающее поколение должны помнить, должны знать то, через что прошел народ Абхазии, должны воспитываться на примерах тех героев, о которых сегодня им расскажут в музее. И наша главная цель – это прививать любовь, уважение к родине, чтить и помнить то, что было сделано
старшим поколением, для того, чтобы у нас сегодня была возможность приходить, посещать учреждения культуры, в частности, этот замечательный музей. Основная задача проекта «Культура детям» – приобщение подрастающего поколения к национальной культуре посредством проведения подобных экскурсий по значимым местам. Участником проекта может стать любой школьник. Для этого он должен написать в Министерство культуры письмо. Адрес почты вы видите сейчас на экране. Возможность экскурсии с министром получат все обратившиеся. Сима Аргун, Тимур Кугохи, Абхазское телевидение. В Сухуми на бывшей даче Вильгельмины Дундер, а ныне Доме Союза писателей Абхазии, открылась выставка «Сухумский модерн». Проект двух молодых архитекторов призваны привлечь внимание общественности к проблемам сохранения памятников историко-архитектурного наследия столицы. На экспозиции побывали и наши корреспонденты. Репортаж Гугуцы Вардания. Привлечь внимание к памятникам историко-культурного наследия столицы – основная цель проекта «Сухумский модерн». Как известно, в Сухуми немало красивых зданий. За ними интересные истории, судьбы людей, которые жили и творили в этих красивых домах. Здания отражают эпохи, в которые они были построены, и у каждого есть свое индивидуальное лицо. Все это создает в Сухуми особую атмосферу. Однако со временем архитектура старого Сухума постепенно утрачивает былой блеск. Красивые старинные детали некоторых объектов превращаются из памятников культуры в обычные дома. И, как часто бывает, всему виной является халатное отношение людей к архитектуре города. Идея привлечь внимание к этой проблеме, рассказать и показать о том, насколько важно сохранять, беречь и реставрировать исторические объекты, а также сделать что-то полезное для любимого города, принадлежит двум подругам – Сабине Агарба и Лане Чхинджерия. И она возникла у них давно. Девушки назвали свой проект именно «Сухумский модерн». Модерн – это наш любимый архитектурный стиль. И так уж совпало, что модерн – это главный архитектурный стиль Сухума. Вот почему первое событие в рамках проекта – выставка, посвященная архитектуре эпохи модерна. А провести ее Сабина и Лана решили здесь, на бывшей даче Дундер. Ныне это Дом Союза писателей Абхазии. В 1898 году Вильгельмина Дундер построила здесь дачу, а затем разбила большой сад вокруг нее. Всего лишь 100 метров отделяет 19 век от 21-го. Достаточно пройти по этой красивой аллее, подняться по винтажной лестнице, которая ведет к даче Дундер. Основная композиция выставки состоит из фотографий сухумской архитектуры, которые были сделаны фотографом Налой Авицба. Мне это всегда нравилось, и я по чуть-чуть отмечала то, что мне нравится. В это время назад даже у меня как-то материал набрался на такую маленькую выставку под названием «Детали». Это именно те кусочки и фрагменты архитектурные, мимо которых мы можем проходить каждый день, но не замечать, что они существуют. Кроме того, здесь также представлены детали архитектуры и другие артефакты эпохи модерна, схемы домов, портреты жителей Сухума того времени. Также здесь представлена экспозиция старых фото из архива Анзора Агумао, которую представила ученая Таисия Алания. Сегодня, оказывается, Международный день модерна. Я вас тоже поздравляю всех. Это такой стиль в архитектуре, который существовал совсем недолго, в отличие от всех остальных. Но он оставил такой богатый след, и в нашем городе тоже, потому что в городе того времени появилось очень много людей, приезжих из разных уголков Российской империи, люди, которые из-за границы приезжали, из-за границы России, я имею в виду, приезжали. Был расцвет табачной промышленности, появилось много богатых людей, которые позволяли себе построить вот такие роскошные здания, как, допустим, та же самая вилла, где мы находимся с вами, вилла Дундер. Открывая окно в прошлое, авторы задумали показать современные проблемы реставрации. Главный посыл проекта – узнал, увидел, полюбил. Конечно, эти здания нуждаются не просто в поддержке, не просто там в том, чтобы их охраняли, а они требуют тщательной реставрации, продуманной реставрации, очень такой тонкой, серьезной, и для того, чтобы они жили дальше. А если мы лишимся этих домов,
Ну, город останется городом, конечно, это будет Сухум, но это уже будет совсем другой Сухум. Девушки уверены, чтобы полюбить старую архитектуру, с ней необходимо ближе познакомиться. Последние 2 года молодые архитекторы работают в Министерстве культуры. Для сохранения памятников архитектуры подруги предлагают создать фонд. Благодаря гранту Фонда общественного развития Амшра, который девушки получили на реализацию выставки, удалось провести наружное освещение здания, расчистить и облагородить территорию. Также помогают друзья и волонтеры. Идею поддержал мэр столицы Беслан Эшба. В рамках проекта «Сухумский модерн» будут организовываться кинопоказы, экскурсии, мастер-классы, лекции специалистов и многое другое. В общем, проект обещает быть насыщенным. Гугуса Вардания, Саида Гухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 11 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью возможен туман. Температура воздуха ночью 13-18, днем 20-25 градусов. Температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.